Не случайно форум «Доступная Арктика» проводится в Воркуте. Заполярный город на сегодня – это некие северные ворота. Богатые собственной историей и природными ресурсами. Все это своими глазами смогли увидеть и услышать участники пресс-тура. Гостям показали самые значимые точки для развития туризма. И когда я пытаюсь смотреть на город глазами человека, который заинтересован в развитии туризма, я вижу огромный потенциал. Здесь действительно очень много есть объектов, которые будут интересны туристам. И даже, например, эта учебная шахта, которую я, насколько понял, уже посещают туристы, она может быть очень интересна. Также представители СМИ Северо-Запада вместе с делегацией главы посетили один из уникальных объектов арктического туризма – Константинов камень. Самую северную точку Уральского хребта, или как ее еще называют, начало Уральских гор. Он входит в состав кряжа Манисей, с высоты которого открывается потрясающий вид на весь Урал и даже на Карское море. Формально это Ямало-Ненецкий автономный округ, но фактически добраться до места гораздо легче из Коми. За моей спиной вы видите тот самый Константинов камень. Это такой горный массив, который открыли в 1848 году участники исследовательской экспедиции Русского географического общества. А назвали его в честь сына императора Николая I Константина Николаевича. Он в то время руководил Русским географическим обществом. Место необычное и очень привлекательное для местных и иностранных туристов. Ну а само по себе место, конечно, оно является священным практически для всех народностей, которые здесь проживают. Это ненцы, ханты, манси, коми, самоеды. Буквально за Константиновым камнем существует так называемое священное озеро, которое является одновременно и кладбищем, и местом поклонения, и местом силы, где местные шаманы набираются той энергии, благодаря которой они двигают свою религию. Оба региона сегодня важные транспортно-логистические ресурсные территории, с которых начинаются важные для страны решения. Мы делаем все необходимое и возможное, что от нас зависит, в том числе и даем определенные свои предложения, как один из регионов арктической зоны, связанный с возможностью создания транспортно-логистической системы, которая обеспечивает в том числе в будущем возможность более масштабного использования Северного морского пути. Конечно же, это и логистика, связанная с соединением железнодорожных путей, которые могут быть, в принципе, объединены с точки зрения и Белкамура, Северной железной дорогой, и Северно-широтного входа. Это тоже немаловажно. Чтобы притянуть потоки туристов, прежде всего важно создать туристский продукт, грамотное продвижение и, конечно, хорошую инфраструктуру и доступные перевозки. По мнению специалистов, в этом могут помочь федеральные субсидии. Но мы надеемся, что будут услышаны предложения туроператоров и наши, в частности, предложения в адрес федеральных органов власти о том, что нужно переходить к прямому субсидированию туроператоров, особенно для того, чтобы перевозить туристов в те регионы, которые, имея богатый такой потенциал, но пока находятся, так скажем, ниже среднего уровня развития туризма. Уже сегодня в рамках соглашений крупнейший туроператор готов поделиться опытом и внести вклад в развитие российского туризма, в частности и в арктической зоне, организуя обучение и семинары по созданию и продвижению красивого и привлекательного местного продукта. Ольга Ануфриева, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган.